Дорогие братья, у нас остаются буквально считанные дни до великого месяца Рамадан. Альхамдулилля, чем меньше дней, тем больше у нас возможностей, скажем так, шансов еще раз в нашей жизни увидеть, познать, прочувствовать вот это великое, благословенное, баракатное время, которое называется Шахру Рамадан, месяц Рамадан. Почему саляфус салих, праведные предшественники, которые являются самыми лучшими, достойными членами этой уммы, которым мы должны равняться, у них должны брать пример, почему эти люди, праведники, они за несколько месяцев до наступления Рамадана они просили у Аллаха возможность дожить до этого месяца. Потому что они, то есть получается, за несколько месяцев до Рамадана они уже начали жить этим месяцем. Они скучали по этому месяцу, и они очень переживали, что вполне возможно, Аллах заберет их души до наступления этого месяца. И они больше не смогут познать вкус благословенного месяца и вкус его поклонения. Почему они просили, обращались к Аллаху и просили у Него, чтобы Аллах дал им возможность жить еще раз, прожить еще один Рамадан, потому что они понимали ценность Рамадана. Сегодня, к сожалению, большая часть уммы, она зачастую понимает, что месяц Рамадан пришел, может быть, даже в последние 10 дней. Когда уже 20 дней он постился, иншаллах, 20 дней он выстаивал таравих намазы, в течение 20 дней он обращался к Аллаху в этот месяц. И вот даже вы, наверное, очень часто сами чувствуете этого. То есть мы начинаем чувствовать этот месяц в конце его. Когда уже месяц уходит, у него уже финишная прямая. Но для того, чтобы воспользоваться баракатом этого месяца, конечно, мы должны готовиться к нему за несколько месяцев. И есть такая история. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жили два друга. Это сподвижники были. И один из этих друзей, они пришли в ислам, приняли единобожие, они были праведными сподвижниками нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да, они были лучшими, они оба были лучшими. Но один из них был лучше другого. И в жизни очень часто бывает, когда два друга, но один активнее другого, может быть, и усердствует на пути Аллаха больше, чем другой. И вот здесь то же самое. Один из подвижников был более подвижным, может быть, более искренним даже. И все другие видели, что вот этот друг, он старался на пути Аллаха больше, чем другой. Хотя оба они сподвижники, и мы себя с ними сравнить не можем. И так получилось, что они вступили на джихад оба, и может быть, вполне возможно, что и на пути брани, скажем так, на пути джихада один оказался активнее, может быть, и он погиб шахидом. Тот, кто был активнее второго, он погиб шахидом на пути Аллаха. А другой, он вернулся к своей семье, и после этого похода еще, после смерти своего друга, он прожил еще год. То есть он еще жил целый год. И потом умер на своей постели в благополучии, не на пути джихада. То есть он не умер шахидом. И его тоже похоронили. Через некоторое время один из подвижников, который знал и этого, и того, он увидел сон. И во сне оба эти сподвижника, они сидели возле врат рая. Вот они, ворота рая. То есть, получается, они ждали очередь в рай.
Тогда открылась дверь рая, вышел стражник, посмотрел на них. И тот, кто видел этот сон, он про себя подумал, что, конечно же, этот ангел, стражник, он позовет кого? Которого они все знали, что он активнее другого. И он ждал, что ангел позовет его. Ангел посмотрел на них, но, к его удивлению, он позвал второго. То есть того, который был менее активен, чем первый. И тот вошел в рай. Через некоторое время стражник снова вышел и забрал второго. Получается, первого. Когда этот сподвижник проснулся, он рассказал это другим сподвижникам. Вот представьте себе, он весь в удивлении, не понимает, в чем смысл этого сна, и он рассказывает это другим сподвижникам. И другие сподвижники, которые прекрасно знали и этого, и того, они все удивились. Как? Ну, этот тот первый, во-первых, был более усерднее, старательнее, активнее, чем второй. Это первый плюс в его пользу. Во-вторых, он покинул эту землю кем? Шахидом. То есть это второй плюс в его пользу. Но несмотря на эти плюсы, он вошел в рай после второго. И все удивились. Но, альхамдулиллях, к их счастью и к нашему счастью, кто жив? Жив посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И любой вопрос, любое непонимание, они идут к кому? Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И они идут вместе к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И тот сподвижник, который увидел этот сон, он рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, свой сон. Кстати, очень часто после утреннего намаза посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда поворачивался лицом к своим сподвижникам, он очень часто спрашивал: а кто из вас сегодня какой сон видел? Давайте рассказывайте. И очень часто кто-то из подвижников рассказывал сон, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давал объяснение этому сну. Поэтому мы, мусульмане, понимаем, что сны бывают разных видов. И один из видов – это сны от Аллаха. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это одна из 40-й или 36-й части вахи, откровения. То есть праведный мусульманин очень часто может увидеть сон, и это одна маленькая часть откровения от Аллаха. Мы не пророки, мы не получаем откровение, но какую-то часть откровения человек может получить в своем сне. Это первый вид снов. Второй вид снов – это сны от шайтана. Бывает так, что сон может присниться, и увидев что-то такое неприятное, мусульманин может падать духом. Мусульманин может, не знаю, потеряться в жизни. И ученые говорят, что шайтан специально запугивает плохими снами верующих. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, по сунне, мы знаем, если он увидел какой-то сон плохой, во-первых, это не надо рассказывать никому. Во-вторых, сразу, когда просыпаешься, поворачиваешь голову налево и 3 раза плюешь и говоришь «Ауду билляхи мина шайтану раджим». И можешь поменять еще положение. Может быть, у тебя неправильное положение. Вот поэтому второй сон – это от шайтана. И третий сон – это просто те твои мысли, с которыми ты живешь, твои переживания, они могут присниться тебе. И большого такого внимания этим снам, ученые говорят, уделять не нужно. Вот ты жил, там, какую-то проблему целый день решал, и во сне вот эта проблема тебе приснилась. Поэтому это просто то, чем твой мозг был занят целый день, за что, может быть, он переживал, и вот это то, что ты увидел во сне. Поэтому это третий вид сна, который мы не можем уверенно сказать, что это сон от Аллаха или же от шайтана. Поэтому хайрлига юрага кереген, харберсон. Но уделять слишком большое внимание снам, да, вот я увидел во сне то-то, 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 а вот это, наверное, означает то-то, то-то, я должен там, не знаю, развестись с мужем, там, или жену развести, а это означает, наверное, что он плохой, там, еще это, да.
То есть, вот есть такие братья, сестры, которые уделяют слишком много внимания этому снам. Ну, мы не пророки, поэтому... Это Ибрахим увидел во сне, как он закалывал своего сына, а это был вахи. А у нас такого не должно быть, не должно быть. Поэтому уделять чрезмерное внимание снам и переживать за все это, да, это не одобряется. Вот возвращаемся ко сну сподвижников. Альхамдулилля, сподвижник увидел хороший сон, благой сон. Оба они сидели у врат рая. И оба они, в конце до концов, оказались в раю. Альхамдулилля. Пусть Аллах будет доволен ими. Но их удивило тот факт, что тот, кого они думали, что он самый лучший из них, что он больше усердствовал на пути Аллаха, и он пал шахидом на пути Аллаха. Конечно, он должен был войти в рай первым, тем более он год вперед ушел. Да? Но, к их удивлению, оказалось все наоборот. И когда они рассказали этот сон пророку, саллаллаху, и показали свое удивление этому, ну как так? Пророк, саллаллаху, спросил у них, а чему вы удивляетесь? Что здесь такого удивительного? И он задал им вопрос, разве тот, который остался после первого, он не прожил год больше, на год больше? Сподвижники сказали, да, он жил на год больше. И тогда пророк, саллаллаху, сказал, разве тот, который прожил на год больше своего друга, разве за этот год он не совершил столько-то намазов, на столько-то намазов больше? Давайте просто 5 фарз намазов умножим на сколько? На 360. Ну, мы знаем, хиджри календарь чуть меньше, так ведь? Ну, на 10 дней, на 11 дней. Ну, и умножаем это на 5. Получается, на чаше весов благодеяний того, кто прожил на год больше, у него настолько намазов больше. А намаз – это такое поклонение, с которым не может сравниться ни один другой вид поклонения, кроме веры и единобожия, иман билля. То есть ни джихад на пути Аллаха, ни садака, ни зикры, ни посты, ни хадж, ни закат не может сравниться с фарз намазом. А у него было насколько больше. Так ведь? И пророк, саллаллаху, дальше продолжает. Неужели он за этот год не восхвалял Аллаха, субханаллах, не восславлял его, альхамдулилля, не возвеличивал Аллаху Акбар на столько-то, столько-то больше? Даже если взять 5 намазов, после каждого фарз намаза мы что делаем? 33 раза субханаллах, 33 раза альхамдулилля, 33 раза Аллаху Акбар. Умножайте это на 5 и умножайте это на 360. Это же огромное количество зикров, тасбихатов, тахлиль, ля иляха илляллах. И пророк, саллаллаху, спросил, неужели он за этот год не прожил одним Рамаданом больше? То есть Аллах Тааля первого забрал на год раньше. И получается, он не смог прожить еще один Рамазан. А тот прожил и 29 минимум, и максимум 30 дней он еще постился. Это 30 дней чего? Не просто поста, это фарз посты. Мы должны понять эту истину, дорогие братья. Так же, как фарз намазы не могут сравниться с нафиль намазами. Вот ты можешь пропустить икинди намаз, аср намаз, 4 ракагата. Но каждый день ты можешь приходить на таравих намаз. Но один намаз икинди без причины ты можешь пропустить. Субханаллах, вот то, что ты месяц за Коран хафизом стоял, выстаивал каждый день 20 ракагатов намаза, это не может сравниться ни с одним, даже с одним ракагатом фарз намаза, который ты пропустил. Даже все, что ты за всю жизнь прочитаешь, сколько ракагатов, это не заменит одного непрочитанного фарз ракагата. Потому что фарз это абсолютно другой уровень. Это космос. Это так же, как закят, фарз. То есть кому-то из нас Аллах Тааля дает возможность давать закят. Закят, это тот же садака, та же, но это фарз садака. И уровень, награда, баракат
который приносит тебе награда Аллаха, фарз садака, невозможно сравнить с теми садака, которые ты даешь там, здесь. Поэтому есть фарз, есть нафиль. И вот что такое прожить один день, один Рамазан больше в своей жизни? Это 30 дней поста, фарз пост, который невозможно сравнить с навафиль, с добровольными видами поста. И пророк спросил, неужели он не прожил на один Рамадан больше? Все сказали, да, 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 да. И тогда пророк сказал, клянусь Аллахом, разница между ними в раю, потому что мы знаем, они оба зашли в рай, но это не значит, что они на одной степени в раю. Рай, он огромный. И разница может быть между рабами там такая, что мы не можем себя вообразить. И пророк сказал, клянусь Аллахом, разница между ними в раю больше, чем разница между небом и землей. То есть тот второй, который оказался, еще раз повторяю, менее, может быть, активным в жизни, да, но прожил всего лишь на год больше, он оказался выше того первого, больше, на расстоянии больше, чем расстояние между небом и землей. Поэтому каждый год, каждый Рамадан, дорогие братья, даже каждый день, который мусульманин живет больше, да, вот на один день, это великий дар и милость Аллаха. Потому что вот ты открыл глаза утром, Аллах дал тебе возможность еще один утренний намаз совершить. Ты прожил один день, ты еще 5 намазов добавил к чаше своих благодеяний. Поэтому радуйтесь, дорогие братья, радуйтесь, что пришел Рамадан, и чем меньше дней до Рамадана, тем больше у нас шансов и возможностей прожить в жизни еще один Рамадан и просить у Аллаха, чтобы этот Рамадан был благословенным для нас, чтобы Аллах облегчил для нас посты этого месяца, ночные выстаивания этого месяца. И бисмилля, готовьтесь не к прохлажданиям там, или там, отдыху, да, что вот отдохну, сейчас Рамадан месяц, да, а к труду мы должны трудиться. И, иншаллах, мы должны проводить этот месяц так, что вот как будто мы младенцы, которые только-только родились от наших матерей, то есть чистые, белые, чистые, как от всех грехов, иншаллах. Субханак Аллахума бихамди, шаду алла иляха иллян, астагфирука ва атубу илейк.